Один из далеких призывов в ряды вооруженных сил почти в полном составе оказался в городе Грозном в январе 1995 года в рамках контртеррористической операции. Многие сибайские ребята вернулись с боевых действий и были награждены орденами и медалями. К сожалению, Ролан Басыров посмертно. Именно его памяти на здании 7-й школы установлена мемориальная доска. Ученики школы, где когда-то учился Ролан Рамилевич, прекрасно знают о его заслугах, благодаря которым он посмертно удостоен ордена мужества. Это герой, который спас своего друга ради, ради защиты Родины. Он учился в нашей школе, и, получается, сегодня он подорвался на мине 20 января. Ролан Басырову – это наш ученик, он воевал, и очень мы ему благодарны, то, что он учился в нашей школе, и хотим вспомнить его и почтить память ему. На базе 7-й школы также функционирует военно-патриотический клуб «Отвага» имени Ролана Басырова. В мае традиционно проходит посвященный ему хоккейный турнир. Кстати, при жизни Ролан Басыров являлся лучшим бомбардиром городской хоккейной команды «Горняк» и был двукратным призером республиканских чемпионатов по хоккею с шайбой. Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним. Эти мероприятия призваны, повысить, скажем, сознательность обучающихся школы, кадетов, курсантов военно-патриотических клубов. То есть, скажем, те люди, которые отдали ценой собственной жизни, скажем, долг Родине, я считаю, что абсолютно заслуживают уважения, как минимум светлой доброй памяти. И вот эти моменты и мероприятия, которые мы проводим, они как-то заставляют детишек об этом задумываться. И повышает патриотический дух, и то есть это имеет воспитательные цели. Около 100 кадетов полицейских классов участвовали в памятном построении и возложении цветов. Почти в память Ролана Басырова минутой молчания ребята под руководством директора школы Владимира Рысина и педагога по военной подготовке Фаяза Хасанова отправились к памятнику военнослужащим, участникам боевых действий для проведения субботника, а после торжественного возложения цветов. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.